Добрый вечер. Я Stefan Scholl, немецкий корреспондент газеты «Франкфуртер Рundschau». И у меня сегодня будет беседа с Рифатом Абдурахмановичем Чубаровым. Это председатель Меджлис крымских татаров и депутат Верховной Рады Украины. Добрый вечер. Добрый вечер, Степан. Господин Чубаров, вот сейчас у нас начинается такой период пятилетия. Вот будет пятилетие Майдана, и скоро после этого будет пятилетие тоже аннексии России Крыма. Событие, в итоге которого вы, в принципе, стали политэмигрантом в собственной стране. Мне первый мой вопрос, насколько вот как это существование вот в этой эмиграции на вас влияло? Как вы себя чувствуете после этих 5 лет? Ну, я бы не назвал бы это эмиграцией. Я живу в собственном государстве, но у меня, как и у многих тысяч крымских татар, нет возможности жить на своей родине, в Крыму, который является частью украинского государства. Разумеется, мне, человеку, родившемуся в местах изгнания моих родителей, я родился в Самарканде, а мои родители, как и все крымские татары, в 1944 году Сталином были депортированы из Крыма, и десятилетия крымские татары жили за пределами своей родины. Я, как и все мое поколение, родился в изгнании. Теперь моя мама, которая была изгнана Сталином, живет в Крыму, но я изгнан Путиным. Для нас 5 лет – это период, который обозначен черной краской. При всем том, что мы боремся, мы делаем все для того, чтобы как можно быстрее деоккупировать Крым и всем нам снова объединиться, но уже 5 лет – это очень много. А скажите, вот ситуация, когда собственная мама живет за Волгоном, как вы просто справитесь с этим в практической жизни? Моей маме 85 лет. Там есть мои еще 2 брата, которые живут с мамой. Они помогают ей. Я и еще 1 брат, мы находимся за пределами Крыма. Мы не можем видеть нашу маму. Она могла бы приехать к нам, но она боится этого делать, потому что она уверена, что ее не пустят назад. И моя мама говорит, что она хочет умереть в Крыму, и она очень боится умереть на чужой земле, за пределами Крыма. Я бы, может быть, меньше хотел бы акцентировать внимание на себе и на своей семье. Я просто об этом сказал, чтобы мы смогли осознать, что вот трагедия каждого человека является, вот больше объясняет, характеризует трагедию целостного народа. Для крымских татар то, что случилось 5 лет назад, для них это в значительной мере как бы возвращение в свою историю. И в ту, в которой они жили в советское время, когда по отношению к ним был осуществлен геноцид и их всех выселили. И это возвращение в историю немножко далекую. Крым не первый раз аннексируется Россией. Первая аннексия Крыма была в 1783 году. И тогда было ликвидировано Крымское ханство, наше государство, которое существовало более 300 лет. 3 столетия
мощнейшее государство крымских татар играло значительную роль в этом большом пространстве. В 2014 году у многих из нас сложилось представление, что Москва снова пришла к нам, чтобы нас уже добить. То, что не смог сделать Сталин в 1944 году, то, что мы выстояли, сохранились при Хрущеве, Брежневе и возвратились уже в годы независимой Украины, и мы уже исходили из того, что мы имеем шансы на развитие в составе нового украинского независимого государства, и тут снова пришла Москва. И вот у многих людей сложилось такое представление, что история снова по отношению к нам очень трагически повторяется. А скажите, вот именно тогда с российской стороны были определенные предложения насчет новых прав для крымских татаров, насчет определенных льгот. А ответ Меджлиса был достаточно принципиальный «нет». А вы иногда не жалеете, что в итоге вот ваш народ сейчас, в Крыму, которые остались, оказался под такой российской властью, которые, как я понимаю, они очень дружелюбиво относятся к крымским татарам? С вторжением на территорию Украины Путину, российскому государству, хотелось представить международному сообществу некую такую гламурную картину, что это попросили люди, что там состоялся референдум, и все, кто живет в Крыму, включая крымских татар, они приветствуют приход России. Это было желание Путина. Но событие 26 февраля, когда по призыву Меджлиса крымско-татарского народа более 15 тысяч крымских татар, а также некоторая часть наших соседей, украинцев, людей других национальностей, вышли к Верховной Раде Крыма и не дали состояться сессии Верховной Рады Крыма, где какая-то небольшая часть депутатов создали бы картинку, как будто они голосуют за референдум, и Путин мог бы сказать: видите, Крым попросился к нам. Мы сорвали этот план Путина. И поэтому уже под утро 27 февраля он был вынужден пустить план «Б» – вооруженный захват. Зеленые человечки с оружием захватили здание Верховной Рады Крыма, здание Совета Министров, и весь мир увидел, что Россия осуществляет вооруженный захват чужой территории. Это мы заставили Путина прибегнуть к этому второму, для него крайне нежелательному плану. И, разумеется, он бы нам этого никогда бы не простил и не прощает, потому что мы сорвали план демонстрации, имитации добровольного вхождения Крыма. Теперь я отвечаю на ваш вопрос. А скажите мне, пожалуйста, последние все годы правления, в каких случаях вы можете сказать, что Путин дал слово, или Россия подписала некий договор, и она его выполнила? По отношению к каким соседям Россия выполняет свои соглашения? Поэтому, если бы мы, как Меджлис крымско-татарского народа, политики крымско-татарские, сказали бы да, ну да, случилось, пришла Россия, Украина не смогла отстоять свою территорию, и теперь мы будем взаимодействовать с Россией, это было бы самообманом, который бы
имел бы больше трагические последствия, чем сейчас мы имеем. Проще говоря, я хотел бы, чтобы и ваши и зрители, читатели это знали. У нас, у крымских татар, есть иммунитет в отношении Москвы и политики Москвы. С 1783 года, с периода первой аннексии Крыма и потом уже колониальной власти Российской империи, и до распада уже Советского Союза, несмотря на то, что менялись режимы и формы правления, все наши несчастья, все беды на Крым и в отношении крымских татар приходили исключительно со стороны Москвы. И поэтому, кто бы ни сидел в Кремле, и какие бы он ни говорил бы красивые слова в отношении крымских татар, и какие бы он ни давал бы обещания, мы понимаем, что этим обещаниям цена 1 грош. А скажите, вот как ваши люди сейчас там живут? Насколько широки, насколько жесткие вот репрессии со стороны российских властей? Я могу только сказать, вот вчера, когда мы с вами созванивались и договаривались о встрече, вчера утром прошли обыски в 3 семьях в одном из районов Крыма, поселке Бюйюк-Онлар. Это старое крымско-татарское название. После нашей депортации, после того, как депортировали крымско-татарский народ, его назвали поселок Октябрьское. Сейчас Украина в рамках декоммунизации возвратила старое название Крыма, и мы опять говорим, что это Бюйюк-Онлар. Вчера там утром состоялись обыски в 3 семьях, и сегодня уже судом арестованы 3 человек. Один из них 39 лет, отец 3 детей, малолетних, несовершеннолетних. Второму 33 года, отец 2 детей. И самый младший, 21 лет, Искендер Абдулганиев. Он пока не женат, но их всех обвинили в принадлежности к террористическим организациям. Я привел этот пример для того, чтобы сказать, что в Крыму не бывает ни одной недели, чтобы с обысками не приходили в дома крымских татар. Иногда дома украинцев, людей других национальностей. Но системные, целенаправленные репрессии и гонения в отношении крымских татар, поскольку они нас избрали таким объектом, по отношению к которому применяются все репрессии, и с их точки зрения страх, который они думают смогут внушить крымским татарам, с их точки зрения должен заставить нас покинуть Крым. Они хотят, чтобы мы покинули Крым. А скажите, это значит, это в принципе, если я правильно понимаю, у них такая стратегическая цель выжимать потихонечку вашу нацию с полуострова? Россия захватила Крым не для того, чтобы кому-то там, даже какой-то части населения сделать благо. России Крым необходим как инструмент для воздействия на коллективный Запад. Вот эти 4-5 год Россия превратила Крым в военный форпост, крепость военную. Все современное оружие, которое есть в России, она разместила и в Крыму. Это наиболее современные зенитно-ракетные комплексы. И Крым является угрозой для южного фланга НАТО. Ну и, разумеется, это территория, с помощью которой контролируется очень важный
с точки зрения России, да и не только с точки зрения России, такое геополитическое пространство, включающее Черное море, бассейн, страны Черного моря, Средиземного моря. Когда какое-то государство превращает захваченную территорию в военную крепость, то этому государству там не нужны люди, которые к нему не лояльны. В военной крепости нужны солдаты, рабы. Но люди, которые не приветствуют оккупантов, они там не нужны. И поэтому они будут делать все для того, чтобы оттуда вытеснить крымских татар и украинцев, которые не приветствуют. А скажите, вот система этих репрессий, вот, значит, если я правильно помню, уже в марте 2014 года первый крымский татарин погиб. У вас другие жертвы еще были? И сколько примерно людей вот, сейчас сидят в российских тюрьмах? Да, первая жертва это был Решат Аметов. Его похитили на центральной площади города Симферополя. На глазах практически у всех журналистов, людей, которые были там. Это сделали так называемые силы самообороны или казаки. Это парамилитарные образования, которые выполняли наиболее грязную работу при захвате Крыма. Именно их ФСБ направляла для похищения людей, для погромов. И 15 марта, то есть через 12 дней, мы нашли тело Решата Аметова недалеко от Белогорска. Он был изувечен. Садистски был изувечен, и над ним совершались пытки. Потом был период, когда Кремль и его ставленники в Крыму пытались нас подкупить. И вы спрашивали о том, что было бы хорошо, если бы мы приняли обещание Москвы за их искренние как бы намерения, и не было бы тогда развития событий в Крыму по-другому. Ну, например, Республика Татарстан себя, ну, более или менее комфортно чувствует в Российской Федерации. Вы знаете, что Республика Татарстан является субъектом Российской Федерации, где проживает второй по численности этнос России после русских. Это татары, их более 5 миллионов по всей России и, наверное, чуть более 3 миллионов в самом Татарстане. Но прежде чем Татарстан получил какие-то некоторые черты самостоятельности, мы можем с вами вспомнить события, войну в Ичкерии, в Чечне. Мы можем вспомнить несколько сот тысяч жертв 2 русско-чеченских войн. Москва очень умело использует различные механизмы управления для того, чтобы, подавляя одних, приближать других. Но это все временно. Если завтра татарский народ, мы сейчас говорим о волжских татарах, если они хотя бы заговорят чуть-чуть больше о своих неотъемлемых правах, я смею утверждать, что отношение к ним будет таким же жестоким, как было отношение к чеченцам. Я приведу несколько примеров, когда Москва уничижительно относится ко всем своим народам через примеры по отношению к Татарстану. Вы знаете, что Татарстан в свое время принял решение о том, чтобы возвратиться
возвратить алфавит своей письменности к латинице. К латинице, да. И что сделала Москва? Москва приняла решение и закрепила это законом и решением Верховного суда России, что алфавиты всех народов, которые живут на территории Российской Федерации, могут передаваться только лишь через кириллицу. Прошлый год возьмем, 2018 год, когда по всей территории России русский язык есть обязательным для обучения всеми школьниками, а языки субъектов Российской Федерации – башкирский, удмуртский, татарский или бурятский – они есть по желанию родителей. Но мы сейчас очень много говорим о народах. Я хотел... Да, мы должны вернуться к Крыму, потому что все, что мы сейчас говорили о России и народах, которые населяют Россию, это просто это для того, чтобы осознать, что несет Россия к народам оккупированных ею территорий. А если смотреть вот именно на права крымских татаров, если это сравнивать с украинскими годами, вот как насчет крымско-татарских школ, насчет крымско-татарского языка, насчет культурных и религиозных учреждений и, самое главное, может быть, насчет самоуправления? 23 года нашего развития в составе независимой Украины, 23 года, если мы говорим от 1991 года, они никогда не были такими простыми и удовлетворительными во взаимоотношениях между крымскими татарами и официальным Киевом. Мы имели очень много дискуссий, иногда нерешение ряда вопросов приводили к конфликтным ситуациям. Но в то же время мы никогда не связывали трудности нашего возвращения и нашего развития, в том числе с точки зрения становления сети школ на родном языке, издания книг, представительства в органах власти, развития нашего национального самоуправления. Мы не связывали это никогда, собственно, с украинским народом. Мы умели очень четко отличать отношение к нам правительства Украины. И мы очень ясно себе представляли, какую мы хотим строить Украину вместе с демократическими силами Украины. И очень многие сложности наших взаимоотношений с 1991 по 2013 год, до русской оккупации, они были обусловлены тем противоречивым развитием самого украинского государства. По большому счету, если я сейчас не хотел бы уходить в дискуссию, насколько вся Украина контролировалась Москвой, я думаю, что вы и такие точки зрения, такие оценки слышите часто. Но Крым, крымская автономия, она абсолютно контролировалась Москвой с попустительства Киева. То, что я сейчас говорю, это не снимает ответственности украинских политиков по отношению к нам, крымским татарам. Если говорить очень упрощенно, то Киев официальный дал максимум приоритетов одной этнической группе Крыма, но которая численно, количественно была большинством. Это русское меньшинство в Крыму, которое было большинством по отношению к крымским татарам и этническим украинцам. Киев как бы отдал Крым в управление
вот этому одному этническому большинству. И сама крымская автономия, которая была воссоздана в 1991 году, буквально за несколько месяцев до распада СССР, она была создана по планам Москвы, ну, конечно, поддержанная компартийным Киевом. Эта автономия была создана как барьер против возвращения крымских татар. Эта автономия была создана как препятствие для того, чтобы крымские татары не были восстановлены в своих правах. Соответственно, сегодня Москва, когда говорит о том, что и Киев тоже 23 года не демонстрировал успехи восстановления прав крымских татар, когда так говорит Москва, это правда. Но Москва это говорит для того, чтобы этим спрятать свои планы по уничтожению крымских татар. Киев по отношению к Крыму проводил политику поощрения русской этнической группы в ущерб интересам и крымских татар, и этнических украинцев. 500 тысяч этнических украинцев жило до оккупации в Крыму. 500 тысяч украинцев. И всего 7 школ на украинском языке. 14 школ на крымско-татарском языке. Сколько осталось? Ни одной украинской школы. И ни одной. Крымско-татарских? Крымско-татарских школ 14, так и осталось. Но они все размываются. Размываются, когда в их составе открываются классы с русским языком обучения. И вот здесь, мечли здесь, большинство народ еще там, или, слава Богу, еще там. А как вы с ними общаетесь? Как, вот там есть еще хоть неформальные лидеры, с которыми у вас есть прямой контакт. Не отдаляетесь вы здесь, вот как, в принципе, ну, как элита народа от всех остальных, которые там осталось и которые живут, в принципе, уже другой жизни? Ну, За пределами Крыма находится 10 членов Меджлиса из 33. У нас 5 членов Меджлиса из 33, которые приняли сторону оккупантов. Из 33 всего 5 человек. Остальные все члены Меджлиса находятся в Крыму. Но вы знаете, что... они же запрещены как... Но вы знаете, что решением оккупационного суда в апреле 2016 года, а потом и решением Верховного суда Российской Федерации деятельность Меджлиса признана экстремистской и Меджлис запрещен. Сейчас продолжается рассмотрение иска в Украине в Международном суде Организации Объединенных Наций. И одно из первых промежуточных предварительных решений, но которое обязательно к выполнению, это решение о немедленной отмене запрета на деятельность Меджлиса крымтатарского народа. Россия не выполняет это решение уже более года. Сейчас в июне возобновятся слушания в Международном суде ООН по вопросу деятельности Меджлиса крымтатарского народа. Я хочу сказать, что крымские татары в своей новейшей истории, и особенно период Советского Союза, они прошли очень большую школу борьбы. Они имеют очень большой опыт самоорганизации. Курултай крымско-татарского народа был восстановлен в 1991 году, после 1917 года. Но до 1991 года крымско-татарское национальное движение было очень массовым
период СССР. Я думаю, что крымско-татарское национальное движение было одним из массовых среди других национальных движений. Оно было ненасильственным, оно было петиционным, но оно было массовым. Люди не скрывали своих фамилий, люди подписывались под документами, люди выступали против запрета советской власти возвращаться на свою родину. Люди протестовали, люди сохранили, и более того, они выпистывали свое человеческое и национальное достоинство. А сейчас при давлении, которое, как я понимаю, не меньше, чем тогда. И когда пришли русские оккупанты на этом этапе, все то, что накопили крымские татары, предыдущее поколение, оно все сразу оказалось востребованным. И вы знаете, что когда они приходят с обысками в наши дома, когда они арестовывают наших людей, а сейчас более где-то 74-75 человек, которые лишены свободы, это цифры меняются каждый день, и поэтому я здесь могу немножко ошибиться. Десятки людей, которые были похищены, из них более 10, которых мы нашли мертвыми, убитыми. Это все людей максимально объединяет. Я бы с вами не очень согласился, что сегодняшний оккупационный режим по сравнению с советским режимом вот такого авторитарного государства, что он более щадящий. Я думаю, что наоборот. В советское время, при всей безобразности того режима, которая ставила идеологию коммунизма, интересы государства превыше всего, и поэтому могло распоряжаться судьбами целых народов, как крымские татары, чеченцы, ингуши, калмыки, балкары, немцы, Поволжье, которых тоже депортировали. Тем не менее, особенно уже после смерти Сталина, были четко установлены правила поведения и взаимодействия с властью. И если люди, конкретный человек, не находил в себе смелости вступать в прямую борьбу с советской идеологией, советским государством, то этот человек не подвергался постоянному риску и угрозе. Его семья могла найти свою нишу конформизма, и в этой нише конформистской она могла существовать. Конечно, все были все равно под каким-то присмотром, но если человек вел себя очень осторожно и отдалялся от государства, большинство советских людей так поступали. Вот сегодняшняя оккупационная власть, ей мало такого поведения. Ей нужна постоянная демонстрация лояльности. Если вы сегодня живете в Крыму, вы учитель, или вы врач, или вы просто предприниматель, и вы хотите просто найти такую форму поведения, чтобы вообще не связываться с властью, вы выполняете свои обязанности. Если вы учитель, если вы врач, вы делаете только то, что от вас требуют, и больше ничего вы не хотите делать. Врач, вы лечите людей. Предприниматель, вы вообще как бы самостоятельны от государства. Но за вами очень внимательно наблюдают. Если вы время от времени не участвуете в мероприятиях, через которые вы должны проявить лояльность к России, как стране, которая захватила Крым, к вам когда-то обязательно придут. И поэтому сегодня вот, оккупационный режим требует постоянной демонстрации лояльности. Это больше убивает людей, чем советский режим. Это деформирует людей. Они хотят, чтобы люди все время подчеркивали, что Россия как бы всегда права. И Россия по праву захватила Крым. Крымские татары не могут себя заставить быть такими лояльными. И поэтому они постоянно под таким сильным прицелом
со стороны А оккупационного скажите, режима. вот, например, Мечлис, он, как я понимаю, же не навечно избирается. Вот и, в принципе, как вы, просто как у вас функционирует сейчас ваша демократия в таких обстоятельствах, где, в принципе, нет возможно вот, провести нормальные выборы? Разумеется, Лидеры здесь, у нас разбиратели там. были выборы в 2013 году. И в нормальных условиях мы должны были бы выборы провести в 2018 году, через 5 лет. Каждые 5 лет у нас прямые выборы и тайное волеизъявление бюллетенями. В условиях русской оккупации мы не можем проводить, мы не в состоянии проводить выборы. Тем более выборы должны проводиться в Крыму. В этой ситуации мы в прошлом году провели конференцию делегатов Курултая. Мы не смогли собрать сессию Курултая. Для того, чтобы собрать сессию, необходимо, чтобы 2/3 делегатов участвовали в этой сессии. А у нас 250 делегатов. В этом созыве 248, ну 250 это по регламенту. И мы пригласили делегатов Курултая, которые смогли приехать в Киев. Таких делегатов участвовало в работе этой конференции более 70. И эти делегаты приняли ряд обращений. Я подчеркиваю, это не решение. Потому что конференция не может принимать решения за Курултай. И эти решения сейчас по определенной процедуре, они проходят, я бы сказал бы так, процедуру легитимизации. Я не могу все говорить в прямом эфире, но даже в этих условиях, когда мы действительно не можем провести новые выборы, мы не можем собрать сессию действующих делегатов. Тем не менее, для того, чтобы провести решения, которые позволили бы нам, не нарушая принципы демократии, продолжать свою деятельность в условиях оккупации Крыма, мы сейчас опираемся на позицию делегатов Курултая. И мы проходим сейчас процедуру получения их голосов. А скажите, вот Россия забрала Крым, она организовала вот сепаратистские восстания, потом республики в Донбассе. Сейчас она потихонечку берет Азовское море под свой контроль. Вот как, тоже как украинец, как, по-вашему, какие стратегические цели у Кремля по отношению к всему Украине? Я соглашусь с оценкой президента Украины Порошенко, которую он озвучил буквально неделю-полторы назад, когда сказал о том, что Россия пришла не за Крым, не за Донбассом, что Россия пришла за Украиной. Путин, как президент России, который осуществляет абсолютную власть в России на сегодня пока еще, он выстроил в своей голове определенные принципы и место России в этом мире. И он шаг за шагом пытается свое видение России и принципы сосуществования с другим миром, с другими государствами Путин пытается реализовывать. Поэтому проблема не в Украине. Вернее, для Украины это очень большая проблема, и это колоссальный вызов для Украины. Это для нас трагедия и катастрофа, потому что мы оказались на самом переднем плане реализации Путиным своего плана по отношению ко всему миру. Вы не чувствуете, что Путин пытается перекроить мир в соответствии со своими представлениями о месте России? Я не скажу, что ему это удается, но скажу то, что мир
пока еще не нашел эффективного механизма, чтобы противостоять такой брутальной агрессии. В случае с Украиной прямой вооруженной агрессии, в случае с вашей страной, Германией, с другими странами, потенциальная агрессия, которая над вами нависла. И если мы не сможем защитить Украину, то дальше эта агрессия будет реализовываться в отношении других стран. У меня здесь нет никаких сомнений. Мы живем в этом уже. Да, в России часто говорят о том, что вот в итоге Майдана в Украине появится такая, как новый политический режим, ну, хунта неонацистов, вот, включая и вас. А как вы охарактеризуете вот, политическую систему Российской Федерации? Я здесь мог бы много говорить, но Оруэлл, все читали, наверное, Оруэлла «Скотный двор». И там говорится о том, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Те, кто сегодня поставил задачу кардинально просто разрушить послевоенный мир, вот ту конструкцию правовую, которая так тяжело выстраивалась после Второй мировой войны, они должны найти объяснение, почему они все это ломают. Самое простое объяснение, потому что вы фашист. Я фашист, он фашист. И поэтому Путин и все российские политики думают о том, что это дает им право совершать те преступления, которые они совершают по отношению к своим соседям. Они будут говорить все, что угодно для того, чтобы обмануть мир. Если не удастся обмануть мир, то хотя бы объяснить своему народу, почему это они делают. Но я почему-то думаю, что они еще, может быть, на подсознательном уровне, они готовят себе алиби, объяснение на международном трибунале. Вот когда начнется международный трибунал по отношению к Путину и ко многим людям его окружения, вот тогда они будут пытаться нас всех разжалобить. Они будут говорить: мы так думали, что там переворот, там хунта, там фашисты, и поэтому мы захватили Крым, поэтому мы развязали войну на востоке Украины, поэтому мы проводим кибервойну против других государств. Поэтому там желтые жилеты. Знаете, Путин не есть одинокий. Для того, чтобы Путин получился таким, каким он сегодня есть, часть политиков Западной Европы очень ему помогли. Но я говорю то, что мы искренне думаем, и мы всегда озвучиваем то, в чем мы уверены. Когда мир сможет расставить все по своим правильным местам и дать оценку деяниям каждого, кто привел мир к сегодняшним вот трагедиям, мы очень хотели бы, чтобы избежать других, возможно, больших трагедий. Некоторые эксперты говорят о прелюдии к Третьей мировой войне, горячей фазе войны. Но когда мир все-таки сядет и будет каждому отмерять то, что он заслужил, я бы очень хотел, чтобы вспомнили таких политиков, как Шрёдер и другие, которые продались российской нефти, газу, и они сделали все для того, чтобы Россия восприняла себя как монстра, который может ломать всем судьбы. Я, может быть, говорю очень некрасивые и резкие слова, но мы сегодня за 75 лет, я говорю о крымских татарах, я сейчас говорю только о крымских татарах, мы дважды оказываемся на грани смерти. В 1944 году Сталин обвинил нас в коллаборационизме с немецкими войсками. Понятно, что это был повод. Истинные причины были совершенно в ином. Сталину нужен был Крым без крымских татар. Ему нужно было бы оттуда дальше реализовывать свои планы.
Сталину нужно было укреплять ту империю, которую он строил, и поэтому он перемешивал и убивал все народы. Поэтому он и выселил 2,5 миллиона немцев из Поволжья. Он выселил немцев, которые жили на территории Украины. И не только. И не только, да, и многих других. Я не буду говорить про другие вещи. Но вы понимаете, теперь буквально прошло 70 лет, и снова мы оказались в ситуации, когда нас никто не может спасти. В 1945 году в феврале была Ялтинская конференция. Рузвельт, Черчилль, Сталин, они делили весь мир. Они выстраивали границы, они решали судьбу Германии, конкретно городов Берлина, Дрездена, Гамбурга. Они решали доли целых народов. И никто из них не сказал о том, что на этой земле, в Крыму, буквально там чуть меньше года назад выселили целый народ. Об этом никто не говорил. Ни Черчилль, ни Рузвельт, ни Сталин. Мы просто это отмечаем как такую, знаете, злую такую гримасу истории. Но когда через 70 лет русские опять пришли со своими танками, и над крымскими татарами нависла эта беда, снова никто не пришел. И поэтому мы вспоминаем иногда таких политиков, как Шрёдер, как некоторые французские политики, Мари Ле Пен. Через несколько дней Асад и Ле Пен приедут в Крым. Асад приедет в Крым в качестве высокого гостя России. А в это время Путин встречается с лидерами Западной Европы. Мы обсуждаем вопросы, не мы, другие обсуждают вопросы Северного потока-2. Мир не в состоянии себя защитить вот от таких монстров, которые сейчас оказалась Россия. И это страшно. Скажите, перед тем, что действительно перейдем к международной политике и к Западу, я еще хотел с вами обсуждать внутреннюю политику Украины вот, и тоже роль крымских татаров в этой политике. Вот сейчас тоже скоро будет 5-летие президентства Порошенко. Как вы оцениваете результаты этих 5 лет? До июля 2014 года, до начала июля, я жил в оккупированном Крыму. Я делал все для того, чтобы оставаться у себя дома, со своей семьей, со своим народом. Но 5 июля меня уже не пустили в Крым, когда я опять въезжал. Я ехал с ОБСЕ. И вот с 5 июля 2014 года по сегодняшний день, когда мы с вами разговариваем, я, как и многие мои коллеги, я в гуще всех политических событий. Я бы сказал, что за эти 4 года самое главное, что смогла сделать власть, в том числе и действующий президент, это то, что не позволили украинскому обществу и Украине вот попасть в такую зону отчаяния. Я помню многие события и имел возможность некоторые из них наблюдать как бы внутри вот власти. Я часто бывал в администрации президента. Мустафа Джемилев, я и другие мои коллеги, мы несколько раз, иногда в неделю, иногда в месяц встречались с президентом, когда были события под Иловайском, когда были ожесточенные бои в Донецком аэропорту, когда женщины, матери солдат или жены солдат выходили, перекрывали дороги и говорили, что они не будут пускать своих мужчин, чтобы их убивали. Это был такой период, что многие политики просто спрятались. У многих уже нарастало отчаяние. Казалось, что еще немножко, и Украина просто не удержится как государство. И во многом то, что этот период, пусть и очень сложно, нами был перейден, что мы его прожили и укрепились,
это благодаря вот всей власти, но и тем, кто в этой власти был таким, знаете, ну, который как локомотив за собой тянул. Конечно, в условиях в условиях агрессии и войны со стороны России, одного из наиболее в военном отношении развитых стран, который обладает ядерным оружием, ожидать, что Украина могла быть очень успешной во всех направлениях, и в экономике, и в реформировании многих отраслей, начиная от судебных реформ, социальных сфер, и одновременно быть успешными в борьбе с коррупцией. Но если бы мы это смогли бы сделать, то мы, наверное, были бы колоссально везучими и колоссально какими-то гениальными людьми. Мы этого не смогли сделать. Мы не смогли оправдать ожидания многих людей, которые надеялись, что вопросы, связанные с их повседневной жизнью, будут решены как можно быстро. А обещания были даны политиками, в том числе и президентом, о том, что остановить войну, другие вопросы. Это со временем пришло понимание того, что необходимо выбирать наиболее главные цели, чтобы иметь потом возможность решать другие цели. Проще говоря, если вы обладаете угрожающей вашей жизни болезнью, вы не можете одновременно думать о макияже, о прическе, о каких-то других процедурах. Вы должны вылечить болезнь, которая позволяет вам дальше жить, и вы тогда можете заниматься собой. То же самое с государством. Мы должны были сделать все для того, чтобы суметь стоять перед угрозой дальнейшего разрушения государства. И мне представляется, что эту задачу мы выполнили. Наверное, это, конечно, не самостоятельно. Конечно, вместе с партнерами. Конечно, благодаря санкциям против России, благодаря международной поддержке. Но эта поддержка тоже была возможной, поскольку здесь украинское общество не впало в отчаяние. Самое главное, что сделала власть, она удержала украинское общество от дезинтеграции. Теперь уже надо идти дальше. А скажите, именно я хотел уточнить, вот, значит, война на Востоке, вы его характеризуете как болезнь, значит, пациент спасен от смерти. Все-таки болезнь превращается в такую млекотекущую состояние, где конец не виден. Вот, и при такой болезни, насколько вы считаете возможно, что решат другие проблемы, как коррупцию, как олигархи, как социальные реформы, экономические реформы? Вы абсолютно верно ухватили. Я не сказал, что мы вылечили основную болезнь. Мы ее купировали, мы ее остановили, мы ее ограничили дальнейшее распространение. Я исхожу из того, что все последствия российской агрессии – это оккупация Крыма, это утрата контроля над рядом территорий Донбасса, это большие вооруженные силы не только бандитов, но и профессиональных военных, которые по-разному камуфлируются на Донбассе, российских военных. Это большая техника. Но не бывает 400 или 500 танков, не бывает в военторге. Но мы же все это понимаем, откуда эти танки появляются, откуда там топливо появляется. Это страшная болезнь. Вот это все страшная болезнь. И оккупация Крыма тоже. Я бы сказал, это саркома, которая может разъесть все тело. Но не только Украина, я об этом говорил. Это саркома, которая разойдется и потом к другим соседям. И поэтому вот излечение от этой саркомы – это задача сегодня не только Украины, но и наших партнеров. Это излечение может быть возможно только тогда, когда мы сможем заставить Россию
возвратиться в рамки международного права. Ведь, казалось бы, чего проще? Россия просто возвращается в рамки международного права. То есть она играет по тем же правилам послевоенного устройства мира, по которым играют все государства, и которыми больше заботятся такие международные организации, как ОБСЕ, Совет Европы, как Организация Объединенных Наций. Россия просто должна была бы опомниться, но для этого должны мы это заставить. Если мы этого не заставим, то тогда эта болезнь пойдет дальше. Украина одна ее долго не удержит, это правда. Но чем больше мы ее будем держать даже в таком состоянии ограничения, такого купажа, но все равно это очень будет доставлять проблемы для развития Украины. Это правда. Конечно, там в Париже или в Лиссабоне, или в Лондоне, или Берлине не так чувствительны последствия агрессии для ежедневного развития, как для Украины. Я не оправдываю то, что часть того, что мы должны были сделать, нами не сделано, и в том числе вопросы коррупции. Я не сказал бы, что это максимально связано с войной. Общество, особенно политики, не смогли осознать, что состояние войны требует ограничения, в том числе и своих потребностей, привычек, если хотите, своих каких-то жадностей. Вся вот сложность украинского развития состоит в том, что общество готово максимально мобилизоваться, чтобы и противостоять агрессии, и восстановить свою территориальную целостность. У меня в этом нет никаких сомнений, потому что я живу в этом обществе. Но украинский политикум не смог мобилизоваться, чтобы соответствовать этой задаче. И поэтому, конечно, вот в этом вина всех ведущих политиков. Но еще раз хочу повторить, другого пути все равно, как через эти осознания, утраты, через дискуссии, противоборства, политическое я имею в виду, все равно другого пути нет. Скажите, одна задача, которую ваш политикум не выполнял, это, как я понимаю, крымско-татарская автономия. Для немцев это звучит немножко странно. Вот Крым оккупирован, а здесь крымско-татарское сообщество требует от Украины для этой оккупированной территории эту автономию. Вы можете мне объяснить, в чем там смысл? Мы говорим о том, что Крым должен быть деоккупирован, и Крым как территория будет развиваться в составе украинского государства. Мы говорим о том, что те принципы, на основе которых будет развиваться эта территория, и люди, которые будут жить на этой территории и живут сегодня, они должны быть очень четкими и ясными для всех. Прежде всего для тех людей, которые сейчас находятся в оккупации. Там же тоже люди думают, а почему все это случилось? Я вам скажу, что в Крыму из 14 районов Крыма, такие территориальные административные образования, у нас был один глава Бахчисарайского района Ильми Умеров. Из 14 администраций районных только лишь одна администрация не выполнила решение оккупантов о проведении референдума. Как вы думаете, какой это был район? Бахчисарайский. У нас был один мэр в городе Белогорске, Альберт Кангиев. И именно эта мэрия тоже не выполнила решение о проведении референдума. Я не хочу говорить о том, что крымские татары лучше или какие-то другие, чем иные. Но когда, если бы в Крыму было бы обеспечено
гарантированное представительство коренного народа, крымских татар, когда мы бы вместе с другими соуправляли бы Крымом и несли бы за это ответственность, имея на это полномочия и механизмы, я не думаю, что Крым был бы так легко оккупирован Российской Федерацией. Возвращаемся к крымско-татарской автономии. Мы исключаем, что Крым будет возвращаться в результате каких-то активных военных действий, там, использования авиации, ракет, больших каких-то военных сил. Мы исходим из того, что все это будет происходить, когда Россия будет, благодаря международному воздействию, доведена до такого состояния, когда ей не избежать переговоров, будут сложнейшие переговоры о том, какие условия деоккупации, какие будут на первом этапе актуальности рассматриваться сторонами, как будут обеспечиваться права людей на этих территориях, от которых будет уходить российская оккупационная администрация. Разумеется, вот в этих переговорах мы теперь, крымские татары, никогда не допустим, чтобы о нас уже не говорили. Как в 1945 году в феврале Рузвельт, Черчилль и Черчилль и Сталин, или в 1944 году, когда или в 2014 году, когда русские войска пришли в Крым, и о нас никто не мог защитить. Мы хотим гарантии теперь нашего будущего, нашего развития. Мы, крымские татары, являясь коренным народом этой земли, мы имеем такое же право на самоопределение, как и будь какой народ. Мы имеем право на самоопределение. Мы хотим самостоятельно решать свою судьбу. Но мы, разумеется, реалисты. Мы понимаем, что в силу очень многих причин мы не сможем реализовать свое право на самоопределение в абсолютно полной форме, как это предусматривает в том числе и международное право. И мы говорим о праве на самоопределение в составе украинского государства. Мы говорим о таких принципах самоопределения, которые бы позволяли Крыму сохранять вот это этническое многообразие, которые бы позволяли бы коренному народу иметь право на развитие на своей земле при абсолютно таком же праве других людей, которые живут на этой земле. Я сейчас говорил общие слова, но это все выписывается через право, через законы. И мы подготовили изменения к Конституции Украины, раздел 10, который называется «Автономная Республика Крым». Сегодня есть этот раздел. Сегодня Крым является автономной республикой, но временно оккупированной. И мы сказали о том, что на этой территории, в этой крымской автономии, должны быть особые механизмы формирования власти. Что ответственность за власть должны нести крымские татары, украинцы, русские, люди других национальностей. Что принципы большинства, что казалось бы нормой демократии, они неэффективны на тех территориях, где коренные народы почти что уничтожены до конца. Крымское ханство когда-то было практически моноэтническим. И нас стало там всего 300 тысяч не в результате того, что мы покидали нашу землю, а в результате того, что нас завоевывали, нас убивали, нас изгоняли. И нас всего там осталось 300 тысяч. Но наша вот такая маленькая численность, она не может быть нашим наказанием. И оно не может быть, знаете, приоритетом, доминантой других людей над нами. Мы должны установить механизмы, которые бы в нашем случае меньшинству, но коренному народу давали бы возможности влиять на решение вопросов. Сегодня в Крым сотнями тысяч перебрасываются люди с материковой России. Как вы думаете, зачем это делается? Ну, все понятно. Поэтому мы говорим, что вот за этим круглым столом или четырехугольным, я не знаю, какой он будет, где будет решаться судьба Крыма, украинское государство должно получить еще один весомый аргумент, почему Крым должен находиться в составе Украины.
Не только потому, что будет восстановлено международное право, что Россия незаконно изъяла эту территорию, а потому что крымские татары, как коренной народ этого полуострова, очень ясно и четко демонстрируют свою позицию. Они говорят, мы хотим самоопределиться в составе украинского государства в форме национальной территориальной автономии. А задача украинского государства – обеспечить это правом так, чтобы все чувствовали себя на этой территории комфортно и равно. Украинское государство за этим столом переговоров ко всем другим аргументам должно добавить аргумент о праве коренных народов. А чем объясняется, что все-таки в эти 5 лет, когда вы, как крымские татары, и в ряде стояли за правительство Порошенко, все-таки власти не принимали эту автономию? Украинское общество и в условиях войны очень сложно развивается. Я сейчас никого не оправдываю, и более того, я не хочу быть защитником. Более того, я исхожу из того, что несмотря на очень большие, может, ну не очень большие, определенные, я бы сказал бы так, нюансы в отношении политиков к крымско-татарской проблеме, я считаю, что чем быстрее мы примем решение, чем быстрее политикум украинский определится в этом вопросе, тем полезнее это будет для украинского государства. Я думаю, что господину Порошенко надо решиться и внести подготовленные Конституционной комиссией изменения и дополнения Конституции Украины на рассмотрение Верховной Рады. Я думаю, что как раз сейчас перед президентскими выборами очень такое важное время для того, чтобы многие кандидаты, президенты, определились и в этом вопросе. Тем более основные кандидаты, те, которые претендуют на реальную победу, они находятся и в парламенте Украины также. А скажите, вот сейчас идет предвыборная кампания, вот есть рейтинги, есть соцопросы, и судя по этим соцопросам, существует ли возможность или опасность, что в другой тур не попадет президент, а другие кандидаты? Какие у вас ожидания в случае победы, скажем, условной Тимошенко или условного Зеленского? Вы знаете, мы, наверное, принадлежим к тем людям, которые, жизнь которых научила тому, что независимо от того, какие могут быть у тебя ожидания, ты обязательно должен делать то, что ты должен делать. Ты обязан делать то, что без тебя никто не будет делать. Наши родители так себя вели в изгнании. Я помню разные периоды своей жизни, и кто нам только не говорил о том, что мы никогда не вернемся в Крым, что лучше найти свою нишу в Узбекистане, что лучше развивать культуру в местах высылки. А наши родители, наши братья, потом мы делали то, что мы должны были делать, и мы другого ничего не знали. Но в то же время, конечно, надо исходить из того, что в политике всегда бывают неожиданности. Я сейчас меньше всего хотел бы рассуждать на тему, что мы будем делать с конкретными политиками, которых доля может вывести на какой-то Олимп. Но с Юлией Тимошенко Я знаю, что мы будем делать то, что делаем сегодня. Есть. Я знаю, что мы будем говорить о крымско-татарской национальной территориальной автономии. Я знаю, что мы теперь никогда, и при возвращении в уже деоккупированный, освобожденный Крым, мы уже не будем другими, потому что мы уже прошли, к великому сожалению, такой период, когда мы ожидали поддержки наших прав, мы ожидали защиты нашей земли от всех тех, которые нас длительное время убеждали
такой, знаете, вне актуализации некоторых вопросов, связанных с статусом Крыма, с правами крымстатар. Проще говоря, мы в значительной мере интересы украинского государства 23 года до оккупации Крыма, интересы украинского государства мы в какой-то мере ставили выше, чем интересы крымско-татарского народа. Мы исходили из того, что чем быстрее Украина состоится как развитое демократическое государство, чем быстрее, на это у нас есть решение Курултая. Я сейчас не просто вот пытаюсь оценивать то, что мы прожили, я сейчас просто вспоминаю наши решения. Мы, когда искали аргументы еще в конце 90-х годов, и мы принимали решение на Курултае, в котором призывали все украинское общество идти в сторону НАТО, становиться членом Европейского Союза. И некоторые, когда нас в укор как бы спрашивали, ну почему вам это надо больше, чем украинцам, мы говорили, а для того, чтобы все те нормы прав человека и прав народов, которые устойчивыми являются в западном сообществе, чтобы они как можно быстрее они применялись в украинском государстве. Когда мы говорили о НАТО, мы говорили о том, чтобы как можно быстрее избежать угрозы со стороны северного соседа. Мы никогда не говорили о возможности оккупации. Я могу сказать о себе, я даже не думал о таком варианте развития. Но то, что нахождение Черноморского флота в Севастополе является фактором, с помощью которого Россия постоянно давила на Украину, ставила ультиматумы, это было для нас всех очевидным. И поэтому, если завтра кто-то будет говорить из тех, кого политика вынесет на Олимп и будет говорить, подождите, крымские татары, давайте мы сперва вернем Крым, а потом мы поговорим о национальной территориальной автономии, мы скажем нет, мы это уже прожили. И мы увидели, что в 2014 году нас никто не смог защитить. Значит, если я вас правильно понимаю, вы считаете, что крымские татары могут позволять себе тоже перейти в оппозицию к определенным новым президентам при определенных обстоятельствах? Я знаю одно, что крымстатары никогда не будут в оппозиции к украинскому государству. Это я вам говорю точно и говорю очень осознанно. Потому что мы представляем себе, какое развитие событий будет происходить в этом большом геополитическом пространстве, если Украина, как самостоятельное государство, не сможет состояться. Вот, а сейчас последние вопросы действительно касаются Запада. Вот, Запад эти 5 лет наблюдал, действовал, не действовал. Насколько его поддержка считается вами достаточной? Я скажу, что вот нельзя вот одной краской оценивать усилия и роль Запада вот последние 5 лет, период российского вторжения на украинскую территорию и период оккупации Крыма. Все это очень является многогранным таким. Но если попробовать сказать, а что мы в итоге достигли, я вам скажу, наверное, таким образом. Все усилия Запада, они привели к тому, что остановили дальнейшую экспансию России, это правда. Но этих усилий недостаточно для того, чтобы заставить Россию возвратиться в рамки международного права. И так долго продолжаться не может. Это мы говорили о болезни, мы можем перейти на другие какие-то сравнения. Болезнь остановлена, но она не излечена. Агрессор остановлен, но последствия его агрессии не искоренены. И поэтому Западу надо быть просто более последовательным. Разумеется, Украина должна здесь, может быть, давать более четкие сигналы своей деятельностью, своим развитием, своими изменениями, своей решимостью. Для того, чтобы соседи помогали нам, нам надо быть понятными, чистыми,
честными и решительными. Рефат Абдурахамович, у нас еще буквально 1 минута. Что вы сказали бы немецкому обществу? Что вы хотели бы от Германии? Немецкая нация в своей истории пережила очень яркие страницы взлета и очень катастрофические периоды своего развития. Я думаю, что никто в Европе, как немцы, не представляют себе, что большие катастрофы могут возникнуть из маленьких компромиссов. Я честно говорю, я просто призываю, не просто желаю, я призываю немецкую нацию, в первую очередь немецких политиков, быть решительными, не соглашаться на компромиссы и взять ответственность за долю объединенной, за судьбу объединенной Европы, просто эту ответственность взять на свои плечи. Немцы в состоянии выдержать эту ответственность. Да, большое спасибо. Это был Рефат Абдурахамович Чубаров и Стефан Scholl. До свидания.